Здравствуйте, мы ученики 17 школы 6 класса. Акимов Милена, Татарин Дон, Горкин Артем и Федотов Харкан. Наш тема называется «Практическое уравновешивание». Цели, задачи исследования. Цели – изготовить конструкцию в технике уравновешивания. Задачи – изучить теоретические понятия уравновешивания, практические нахождения точки уравновешивания на различных конструкциях. Возможности применения метода уравновешивания в повседневной жизни. Эта конструкция состоит из 4 палочек P1, P2, P3, P4. P4 балансирует P2 и P3. P4 имеет самую длинную нитку, и она балансирует эти две палочки. Последние палочки привязаны ровно посередине. P2 установлено вот так как в 4 сантиметрах от края, и тоже здесь привязано. Короче, равновесие найдено. Мы взяли одну шпажку длиной 20 сантиметров. Центр шпажки находится на 10 сантиметров. Потом привязали веревку на расстоянии 2 сантиметров от центра. Шпажка условно разделена на две части, которые мы отметили синим и красным цветом. Синяя сторона получилась длиной 8 сантиметров, а красная 12. Далее мы продолжили перевязывать шпажки на нитке. В общем количестве мы использовали 12 шпажек. На синей стороне получилось привязать 7 шпажек, а на красной 4. Для заготовки такого треугольника нам необходимо первые шпажки 3 штуки, второе пластилины, третья нитка и четвертая иголка. Каждой шпажке находим середину и завязываем нитку, и перпендикулярно до вершины треугольника нитку вытягиваем иголкой, втыкаем посередине шарика, чтобы закрепить нитку. Так по каждой шпажке завязываем нитки, и в середине треугольника получается точка соприкосновения всех ниток. Теперь из центра соприкосновения всех ниток с помощью длинной нитки извешиваем наш полученный треугольник и проверяем равновесие. Таким образом у нас получается уравновешивание. На данных макетах мы предполагаем, что конструкцию можно применить в моделях первичного типа модель 1, при перевозке грузов модель 2, а также при строительстве дома модель 3. Заключение. В результате исследования была достигнута цель и выявлено, что уравновешивание можно достичь при помощи составления правильных пропорций, длин и масс, а также нахождения цены треугольника. Таким образом, мы поняли, их математический расчет помог бы древним египтянам и грекам построить огромные сооружения. Мы пришли к выводу, что надо изучить математические и геометрические методы построения каких-либо сооружений. Математика помогает нам не только правильно рассчитывать, но практически сконструировать любые объекты. Спасибо за ваше внимание.